Наша нынешняя власть просто переплюнула попытки Данияра Усенова и Максима Бакиева. В такой ситуации логичен судебный иск своему правительству за неумение контролировать пропорцию между штрафами и заработной платой. 3000 сомов минимальная зарплата у нас и 3000 сомов штраф 100% от минимальной зарплаты. Это нормально? Здравствуйте. Сегодняшняя тема о штрафах. Они бывают в интересах народа, и штрафы бывают не в интересах народа. У нас в этом году установили вот такие вот антинародные штрафы. Вот об этом речь. И наши газеты пишут о том, что, значит, вот, например, почему Кыргызстану далеко до Сингапура. Сравнивать с Сингапуром. Да, штрафы там у них по $5000 штраф, но зарплата $50 000, и получается 10%. Сначала они подняли зарплаты, это город-порт, там огромные возможности. При умном правителе это все можно сделать, так оно и случилось. Но умный правитель после себя оставил своего собственного сына, это уже не демократия. Когда вместо президента остается его сын или премьера, это уже не демократия. Поэтому это не пример для нас. Так вот, там сначала подняли зарплаты и пенсии, а потом штрафы, У нас все наоборот. У нас сначала, значит, телега, потом лошадь. Вот теперь смотрите, что у нас пишут. Про Сингапур, значит, сказали, что это пример не для нас, сравнивать здесь просто нечестно. Сколько стоит жизнь человека, говорят, сколько стоит жизнь человека, и приравнивать к штрафу 3000 сомов штраф за нарушение простых вот правил движения и жизнь человека. Они путают понятия. Жизнь человека – это когда машина собьет человека, это уже не штраф, это уже уголовная статья, это совсем другое уже. За это 3000 сом уже не платишь же, правильно? Там есть статья уголовная, это уже убийство человека или, значит, покалечил человека. Совсем. Они это начинают путать. И тот штраф, который у нас сейчас введен в нашей стране, это предмет не для восторга. Но для власти, наверное, восторг. Почему? Потому что этой власти, вот в лице премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, удалось то, что не смогли сделать ни Данияр Усенов, ни Максим Бакиев. Помните, как Данияр Усенов пытался повысить тарифы на электроэнергию, это ему не удалось. Максим Бакиев пытался ввести дополнительные там 60 тиынов за телефонные, за мобильные телефоны, тоже не удалось. Взрыв был. А здесь, смотрите, без всяких усилий, значит, ввели штраф, пожалуйста, тебе. И потом хвастаются в газетах, что 70 миллионов сомов собрали за 2 месяца. За 2 месяца. Это пример того, что не надо делать, не надо собирать. Это не сбор, это не собрали, а обобрали народ. Теперь смотрите, что пишут наши газеты. Вот правительственная газета пишет. Во всем мире ужесточают нормы за нарушение правил дорожной безопасности. А вот у нас решили сделать наоборот. Это при том, что у нас уже сделали эти штрафы. Их не отменили. И речь идет, она имеет в виду, автор статьи имеет в виду, что это выпад в сторону депутатов, которые просмотрели эти штрафы под гневом общественности и предложили правительству пересмотреть в сторону уменьшения. Так вот и пишут, что, значит, сделали, не сделали еще наоборот. Вот наоборот как раз сделали у нас, значит, правительство сделало наоборот. Почему? Потому что во всем мире совершенно не так, совсем не так, как представляют наши идеологи, пытающиеся оправдать антинародный шаг правительства. Ссылается на опыт развитых стран. Это такое рассуждение есть абсолютная демагогия и абсолютная дезинформация. Огромные штрафы в Сингапуре, но я сказал, что там это 10% от заработной платы их, от средней заработной платы, где огромные зарплаты. И эта страна не есть весь мир. Она не пример для демократических стран. Я объяснил, почему не пример. Потому что премьер-министр передал свой пост своему сыну. У нас тоже не передают сыновьям. Это только в Азербайджане произошло. Но зачем-то пишут с завистью, почему Кыргызстану далеко до Сингапура. Мы что, хотим что заимствовать? Во всем мире порядок со штрафами вот какой. Вот сейчас я вам объясню. Пример Великобритании и Англии. Я работал там послом в течение 4 лет и знаю детали, поэтому и вам рассказываю. Штраф за нарушение правил – это такие штрафы. Разметка. Ну вот то, что у нас делается там направо, налево, поворот, и, значит, это полоса перед переходом и так далее. Разметки называются, да, разметки.
потом, значит, парковки, неправильные парковки. Вот это называется правило дорожного движения. Все остальное, там, значит, в пьяном виде попался, или, значит, там что-то, кого-то покалечил, это другое уже. Это уже не правило дорожного движения, это уголовные статьи. Мы не будем путать. Теперь смотрите. В Великобритании минимальная зарплата 2000 фунтов. Это называется у них порог бедности. Ниже этой уже работодатель не имеет права давать зарплату в месяц. 2000 фунтов. Вот минимальная зарплата. От этих 2000 фунтов, значит, берется 10% и становится штраф 200 фунтов. 200 фунтов штраф. Для нас это большие суммы, для них это 10%. 200 фунтов. То есть пропорция от штрафа, пропорция штрафа от зарплаты 10%. Вот это и есть нормальная политика государства в сфере, от сферы штрафов для водителей, автоводителей. Это нормальная политика у нас. То есть такой порядок во всех нормальных странах, где и штрафы, и зарплаты нормальные. У нас штрафы за нарушение ненормальные. Минимальная зарплата 3000 сомов. И какая пропорция здесь получается? 100%. 100% получается. 3000 сомов минимальная зарплата у нас и 3000 сомов штраф за разметку вот, по правилам дорожного движения. Не туда повернул, не там остановил, не там, значит, переехал чуть-чуть, там на 20 сантиметров эту черту переехал, там зафиксировали, все, штраф 3000. 100% от минимальной зарплаты. Это нормально? И на таком фоне надо с восторгом писать, что за 2 месяца собрали 70 миллионов в казну. С восторгом надо писать, да? Это не предмет для восторга. Это предмет для стыда от такой власти. Ну, как я сказал, наша нынешняя власть просто переплюнула попытки Данияра Усенова и Максима Бакиева. Получается, в сравнении с Абылгазиевым они просто ребята. Отдыхают. Такие сборы надо пресечь через уменьшение штрафов до разумной черты. Что вот надо сейчас делать? О чем говорят депутаты? Пресечь эти штрафы, уменьшить их до разумной черты. Разумность в том, чтобы они не превышали 10% от минимума зарплаты. Если у нас минимум зарплаты 3000 сомов, мы от этого никуда не денемся. И значит, мы должны исходить из этой зарплаты. Или сначала давайте повысим ее на 10 раз, 10 раз. 30 тысяч. А потом будем устанавливать штраф 3000. Тогда пропорция будет правильной. Тогда это будет 10%. Сейчас нет этой пропорции. Значит, штраф надо устанавливать в размере 500 сомов. 500 сомов. С учетом того, что 5000 – это стандартная пенсия большинства населения. Это реалии нашей жизни, недалеки от Сингапура. Теперь смотрите, у нас действует при этом вот такая ситуация. 50% скидки, говорят. 50% скидки, если ты сразу тут же побежишь в течение 10 дней и заплатишь этот штраф. Значит, ты будешь платить не 3000 сомов, а 1500 сомов. Это же коммерческий трюк. Это коммерческий трюк, обыкновенный коммерческий трюк, как вот в магазинах, в торговле, значит. По субботам скидки, громадные скидки на все товары потребления. Старику-пенсионеру не нужно 3-й пары, и 2-й пары ему не нужно. Ему достаточно 1 пары обуви. Как писал поэт-ветеран Игорь Губерман, у меня есть хорошие стихи по этому поводу, по относительно обуви. Вот эти строки. «Мне кажется, вот-вот куплю сандалии, которые меня переживут». Понятно, да, что старику, пенсионеру 2-й пары обуви не надо. Если говорить теоретически, со ссылкой на мировой опыт, то тут 2 выхода. Первый – увеличить зарплату в 10 раз, второй – уменьшить штраф в 10 раз. Просто. Увеличить зарплату в 10 раз мы не можем при всем нашем желании. Даже если у премьер-министра будет 7 пядей во лбу, он будет гением, как Дэн Сяопин, и президент вместе с ним. Мы не сможем этого сделать. Нет бюджета у нас такого. Мы не порт, как Сингапур. Увеличить зарплату в 10 раз мы не можем при всем нашем желании. Ресурсы денежные скапливать. Нет у нас этих денег, чтобы повысить зарплату в 10 раз. Но уменьшить штраф в 10 раз мы можем быть? Можем, должны, обязаны это сделать. Обязаны. Вот ситуация, смотрите, старик, старуха. Старик и старуха. В Бишкеке. У него автомашина, старенькая автомашина. На ней он добывает себе пропитание. Ну, таксует, пропитание добывает. Пенсия 3000 сомов. У нее тоже 3000 сомов. Всего получается 6000 сомов на двоих. Каждый месяц приходит квитанция о штрафе
Старики, они уже теряют реакцию, и часто они нарушают, в отличие от молодых, и черту переехал, повернул не так, поставил не там. Каждый месяц квитанция о штрафе. Бежит оплачивать, чтобы 3000 не платить, 1500 по скидке, это 25% от их пенсионного бюджета. У старухи давление, стационар, лекарства. В такой ситуации что логично? В такой ситуации логичен судебный иск своему правительству за неумение контролировать пропорцию между штрафами и заработной платой. За неумение контролировать пропорцию между штрафом и заработной платой – это вина нашего правительства. Из-за чего вытекает факт доведения до инфаркта. Логично? Вполне. Потому что вполне очевидна такая ситуация. Теперь вопросы. Завершаем вопросы. Нужен ли пенсионеру такой премьер-министр, как сейчас? Нужен? Вот вопрос. Отвечать на него надо. Он один премьер-министр. Один. А пенсионеров миллион. Кто кому должен уступить? Один ради всех или все под одного? Кто должен уступить в данной ситуации? Миллион пенсионеров с пенсией в 5000 сомов или же премьер-министр? Кто должен уступить? Понятно. Где логика и где абсурд? Где законы и где гарант Конституции? Это тоже вопросы. Где логика? Где абсурд? Где законы? Где гарант Конституции? Где Сингапур, где Кыргызстан? Где Бишкек и где Лондон? И последний вопрос, он самый главный вопрос. Вот, зачитываю его. До каких пор у нас будет действовать такой безумный и такой безобразный штраф для населения? До каких пор безумный и безобразный штраф для населения? Он бьет наповал именно по населению. По населению. У каждого есть семья. Жена, дети, родители. Это те, кто стоят за тем, кто сидит за баранкой. Это население. Они и есть наше население. И для которого власть обязана создать нормальный порядок государственного управления. Создать нормальный порядок государственного управления для населения. Кто? Премьер, правительство, а кто же еще? Исполнительная власть. Все. До встречи и с ожиданием проявления здравого смысла со стороны нашей государственной власти, со стороны нашего уважаемого премьер-министра Мухаммеда Алия Балгазиева, который в конце-то концов, он же сказал, что будет работать над тем, чтобы понизить штрафы. Ну так надо делать. Надо делать, чтобы не вызывать гнев у населения. Спасибо. До встречи.